Рассказывай, где мы находимся, что мы здесь делаем. Мы находимся в центре Якутска. Мы решили сегодня в завершающем видео пройтись по... А почему оно завершающее? Потому что холодно, ребята. Что больше не будем гулять по городу. Короче говоря, решили мы осмотреть дома с колоннами. Правильно? Та-да-да-дам! Автобус. Ну и, естественно, там дальше в сторону уже исторически ценных домов с колоннами нету, да, поэтому наша первая точка — это вот это здание. Что за здание? Чем оно примечательно? Какая у него история? Вот на этом самом месте 100 лет назад стояла якутская тюрьма. А потом здесь построили здание Совета министров ЯССР. А сейчас здесь у нас? А сейчас здесь ФСБ. Ну вот начинаем-то мы с этого здания. Почему? Мы вообще-то хотели снять про здание с колоннами. Но у нас немного зданий с колоннами, а я... Три. Три. Или четыре. Ну, в общем, если не считать новодельных зданий, типа вот Кружала, например, да, то и все эти здания, получается, в один примерно промежуток времени построены в середине, в конце 50-х годов. Как называется этот стиль архитектурный? Ну, вот это здание нельзя сказать, что это сталинский ампир в том виде, прямо вот в котором мы привыкли о нем говорить, потому что это не колонны, да, для начала. Да. Хотя, вот как принято вот это 50-е годы все еще относить к сталинскому ампиру, да? Но сталинский ампир — это более вычурные здания, более, вот как глобус. Да. Вот это здание, вот это здание, вот то здание. Они на самом деле могли быть намного покрасивее, но они строились в конце 50-х, когда уже был развенчание культа личности. И прям постановлением Хрущева от строителей требовали упрощать здание. Поэтому они лишились колонн, да? И так далее. Но видно, что идея-то с этим всем была. Здания должны были быть, короче говоря, покрасивее. У нас просто камера сейчас уже выключалась, поэтому я сказала Саше, чтобы он быстро все рассказал. Ну и кроме того, холодно. Не, Саша в этих тепло одетый, ему не холодно. Ну мы тепло одеты. Так, ну сейчас все-таки мы найдем, я думаю, здания с колоннами, которые на самом деле... Такие здания есть. Выполнены в сталинском ампире. Пошли. Let's go. Вот на здании пилястры, да, вместо колонн остатки былой роскоши. А отличие в том, что колонны поддерживают что-то, а пилястры просто для красоты. Декоративный элемент фасада. Да, декоративный элемент фасада. А вот, насколько я помню, вот какие-то из этих зданий, они уже строились еще чуть-чуть попозже, и на них по проекту были тоже хотя бы такие украшалки, но даже их не стало. Здание, вот как раз вот это можно запросто отнести к сталинскому ампиру. Оно красивое, ну даже вот, несмотря на то, что оно все облеплено уродской рекламой, да, и само уже покосилось, да, но здание очень красивое. У него, кстати, есть внутренний дворик у этого здания. Как оно было? Да. И это одно из немногих зданий нашего города, как одна моя хорошая знакомая сказала, в котором, как в России, можно сидеть и прямо за окном видеть улицу, то есть на одном уровне с собой пешеходом. Каменное здание. Ну да, вот характерная черта, ты еще не сказала, это наверху, герб этот СССР. И вот такие элементы, как вот этот герб Советского Союза наверху, ну не герб, а изображение Советского Союза, это как раз очень... Героические изображения. Яркое, как сказать, ампира-то. Короче, характерная это визитная особенность карточка сталинского ампира. Колонны, которые подпирают вот этот массивный фронтон, да, на котором изображение какое-то красивое, эффектное. А еще Саша, когда потеплеет, ну, в следующем году, да, весной, я хочу, чтобы он рассказал вот про эти часы. О, и не только про них еще можно рассказать. И про другие часы тоже. Есть странные вещи на улицах нашего города. Вообще город странный. Так, идем дальше. Сегодня на улице где-то минус 20. Нет, сегодня днем минус 18. Дорогу переходим? Нет, ну мы сейчас день, мы сейчас днем ходим. Сейчас 20, наверное, не меньше.
Кстати, про этот театр я уже снимала видео, ссылку оставлю. А что про него рассказывать? Это здание конца 50-х, опять же, годов постройки. И Какая-то так как штучка это- непонятная наверху. Так как это театр, то ему такие излишества допускаются. Это является ярким примером сталинского ампира? Ну, можно сказать так. По крайней мере, у него у Единцева есть настоящие колонны. То Да. есть это круглые, большие колонны, которые действительно поддерживают элементы фасада. Они являются декоративным Да. этим. Все, идем дальше. Пошли дальше. Опять характерный пример того же, что мы видели на площади Орджоникидзе, да? Ну, Пилястра. явно дом покрасивше с этими элементами, чем был бы без них, но как будто что-то не доделали, что-то не хватило. И переходим. А вот жемчужина, скажем так, вот этот действительно настоящий, красивый дом, полностью в Сталинского стилистике ампира. сталинского ампира. И, что самое интересное, этот дом почему-то упорно культурным наследием, ну или как это, историческим наследием признавать не хотят. Даже говорят, что под шумок, это здание же немножко разрушалось. Да. Под шумок его хотели снести и забабахать здесь что-то большое, красивое, гостиницу или что-то в этом. Мгм. К счастью, пока здание стоит. Надеюсь, будет стоять еще долго. А какие дома являются объектом исторического архитектурного наследия? Ну, точно является Национальный художественный музей, бывшая типография. Мгм. И точно является, ну, вот как он, аэрогеди... Глобус, где мы были, да? Да, где магазин «Глобус», который вот мы смотрели до этого в Калуге. Аэрогеодезия. Да, аэрогеодезия. Все, бежим дальше. Ну рассказывайте, что мы тут стоим, мерзнем? Проспект Ленина, 34. Еще одно очень красивое здание. Одно из немногих в ряду, которые успели достроить в правильное время. Украшения на нем есть. Ближе подойдем? Но, к сожалению, как и все здания того периода, в не очень хорошем оно техническом состоянии. Видите, там трещины идут и так далее, но это, к сожалению, особенности нашего климата. Эти здания построены на, как сказать, по-моему, на сваях низкого залегания, да? Сейчас забивают на 9, а то там на 16 даже метров, а тогда максимум на 5 метров их забивали, да? Ну, потому что не забивали, а закапывали. Технической возможности не было. Ну и, соответственно, здание ведет и идут трещины. Якутский филиал Сибирского отделения Российской академии наук. Тоже здание с колоннами, тоже в конце 50-х построено. И что интересно, вот узоры, которые на нем размещены, вот это все, да, они с самого начала. Они были с полагались, самого начала? Да, в проекте. Их специально рисовал художник, но художник не местный рисовал, насколько я помню. И это первое здание, на котором вообще нарисованы якутские узоры. То есть прямо изначально из проекта. Кроме того, там, я не помню, в чем именно точно уникальность, но это действительно огромное здание. Для того времени, я говорю, напоминаю, сваи практически вручную закапывали в те времена, когда строились дома. И здание действительно огромное, если в нем походить внутри, я там ходил, там настоящие лабиринты, как на космическом корабле, только все деревянное вокруг. А я там тоже ходила. Я-то- Я не замерзшая, я тепло румяная просто. Я тоже тепло одета. Сейчас нам осталось еще 2 здания. Или одно. Или два. Пошли. Где мы находимся? Рассказывай. Куда мы пришли? Мы Солнце уже находимся село. рядом с анатомическим корпусом. Тоже одно очень старое здание. У него, может быть, и нет колонн, но у него, посмотрите, какая на фасаде эпичная картинка есть. Ленин, Сталин. Причем одно время Сталин было закрашено. Это заново сделали потом уже, позднее. Причем чуть ли не в 90-е годы, по-моему. И почему-то остальные здания из этого, которые в этом стиле выполнены, у них же нет таких вот украшений наверху. Ну, Только у глобуса мы видели и все.
еще одно здание с настоящими круглыми колоннами. Финальное здание нашей сегодняшней Да. прогулки. Главный корпус Якутского госуниверситета. А который почему сейчас он главный? называется. Почему Но он был главный? единственный на Да, тот момент. потому что когда его построили, он был единственный. Сейчас и Северо-Восточный федеральный. Вон там также у нас герб. Расскажи мне, я когда маленькая была, я слышала такую историю, я не знаю, правда это или нет, что этот корпус строили зэки. Прямо, ну, я даже не знаю, откуда у нас наберется столько зэков-строителей, да, особенно в то время. Если честно, не слышал. Да и вообще, знаешь, и мне почему кажется, что это придумки такие вещи. Потому что, ну ладно, там какие-то бараки построить, это неквалифицированной рабочей силой можно, да? Но это же каменные здания, одни из, говорю, из немногих первых каменных зданий. А ты был вон там вот на балконе? Нет. И я когда лет в 9 или 8 туда попала, у меня ощущение было, знаешь, как будто Гарри Поттер открыл свою тайную комнату. Я прям была так счастлива. Я в этом здании выше второго этажа никогда не заходил. Ну что, дорогие подписчики, до весны мы с вами, наверное, прощаемся, потому что дальше уже Будет Юлина минус камера 50. просто замерзнет совсем, да? А пока предлагайте новые темы, мы сами, конечно, тоже что-нибудь придумаем, да? Ну, по заявкам трудящихся мы тоже работаем. Все, До свидания. до свидания.